Добрым утром, дорогие телезрители! Вы смотрите главный канал Якутии, и мы начинаем новый день. Сегодня 24 сентября, четверг. По народному календарю сегодня Всемирный день моря, а также День законченности дел. Так что я вам от всей души желаю завершить, довести до конца начатые дела, и чтобы итоги обязательно были добрыми. Талантливый художник, мастер-кукольник Харчана Баппагай и ее композиция «Хранительница очага» выиграла приз зрительских симпатий в международном виртуальном конкурсе авторских кукол, который проводится с прошлого года в виртуальном формате. В этом году было представлено 50 работ из разных уголков мира. Очень интересная работа у Харчаны получилась из части ствола дерева. Еще один повод для гордости и в доказательство того, что у нас в Якутии живут уникальные люди. Летчик из поселка Тикси Антон Беркутов в составе пилотажной группы «Первый полет» установил уникальный мировой рекорд в классе самолетов Як-52. Рекорд установили на подмосковном аэродроме Большое Грызлово. Пилотажная группа в составе 3 человек на поршневых самолетах Як-52 одновременно исполнили 11 петель Нестерова, более известных как «Мертвая петля». Количество петель для рекорда выбрано не случайно. В октябре этого года пилотажная группа отпразднует 11-летие со дня своего образования. Вот с таких хороших новостей начинаем новый день. А прямо сейчас давайте узнаем, какая погода нас ждет сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила -3 плюс 1 градус. Днем потеплеет до 12 градусов выше 0. Заречье утром -3 плюс 2, днем до плюс 13. В южных Улусах +1 плюс 4, днем до плюс 13. В Вилюйской группе Улусов -1 плюс 3 утром, плюс 12-14 днем. В Нижнеленской группе Улусов -1-2 утром, днем до 13 градусов тепла. В западной группе Улусов 2-4 градусов тепла в 6 утра, днем до 16 выше 0. В Колыма-Индигирской группе Улусов +2 плюс 5 утром, до 9 градусов потеплеет днем. В Янской группе Улусов +4 минус 1 в 6 часов утра, днем +7 плюс 9. В северо-западной группе Улусов +4 плюс 5 утром, днем +10-13. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила -2 градуса, атмосферное давление 761 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается до 15 градусов тепла. Спешите подключиться к системе лояльности «Свои», чтобы получать кэшбэк до 40 тысяч рублей ежемесячно, оплачивая покупки картой «Алмаз Эргенбанка» в сети партнеров. Более подробную информацию вы найдете на сайте свои.albank.ru. А я напоминаю, что мы, как всегда, работаем для вас в прямом эфире, и работает наш WhatsApp номер, который вы сейчас увидите на своих экранах. Отправляйте свои приветы, поздравления и утренние новости. А мы продолжаем наш эфир. В рамках национального проекта «Здоровье» у нас в республике реализуется IT-проект «Онкопоиск», направленный на раннее выявление рака. Как он проходит, нам расскажет главный внештатный онколог Минздрава Республики Феодосия Гаврилевна Иванова. Феодосия Гаврилевна, доброе утро. Доброе утро, уважаемые телезрители. Давайте... Действительно, у нас в этом году очень уникальный проект, мы бы сказали. И этот проект осуществляется в рамках национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». И с 11 августа по 20 сентября на платформе «Онкопоиск Саха.рф» зарегистрировано 1709 человек. С учетом возрастного критерия прошли анкетирование по скринингу рака легкого более 800 человек.
Этим пациентам проводится низкодозная компьютерная томография легких и выявляется патология. И на сегодняшний день выявлено около 40 пациентов патологии, и они будут более подробно, более углубленно будут обследоваться. Конечно, такой метод скрининга, он, мы скажем, очень современный, удобный для жителей города Якутска. И впредь мы хотим это все распространить по всей республике. И самое главное, что на сегодняшний день получают уже лечение 2 человека, которые выявлено по итогам этого скрининга. За месяц с небольшим выявить 2 случая, это, мы считаем, очень хороший результат. Мгм. А вот каким образом это проходит? Что человеку нужно сделать, чтобы записаться, пройти данное тестирование? Сначала человек зарегистрируется, скачает платформу oncopoisahat.rf. Потом зарегистрируется там. И после этого отвечает на анкету, заполняет анкету, и на это заполнение придет смс-сообщение и действует по смс-сообщению. Мгм. А вот насколько это эффективно и насколько это точно, вот сколько процентов составляет? Ведь после прохождения этого теста человек же идет на обследование уже непосредственно к врачам. Ну, скрининговые исследования, они вот точности, как правило, во всем мире проводятся такие скрининговые программы, но у нас в республике именно вот онлайн вот такое анкетирование мы проводим впервые. Поэтому до конца этого года хотим это все осуществить в городе Якутске, Мгм. выявить недостатки, что надо недоделки, а потом уже по всей республике это распространим. Конечно, такие методы, они очень эффективные. Я уже говорю, вот месяц небольшим уже выявлено 2 случая. Это само по себе говорит о том, что метод очень эффективный. Мгм. То есть по республике уже начнут проверяться уже со следующего года, с января, да, получается? А по всей республике, да, постепенно следующий год, 21 год, ага, по плану. Мгм. А через данный скрининг какие виды рака можно выявить? Ну, на сегодняшний день мы, значит, начали с рака легкого скрининга, Мгм. и в эти дни уже начали уже по колоректальному раку, значит, рак молочной железы, предстательная железа, рак печени. Вот 4 нозологии уже мы ввели, начали уже с этой недели. Мгм. Поэтому к концу этой недели уже итоги будут, ну, итоги, предварительные итоги, по которым сколько человек зарегистрировано. И каждый день больше и больше становится количество людей, которые зарегистрировались на сайте. Мгм. А вот вы человек, который давно работает в медицине, вот за ней выявляете онкологические заболевания. Насколько в последнее время вот с введением новых технологий люди стали сознательнее, возможно, бережнее относиться к своему здоровью? Ну, да, конечно, вот последнее время, особенно последние годы, технология очень бурно развивается, особенно это в области онкологии. И со стороны государства выделяются огромные деньги, и в рамках национальной программы вот, борьба с онкологическими заболеваниями, конечно же, медицинское оснащение у нас в диспансере намного улучшилось. А то, что касается сознания населения, это тоже, конечно, улучшается. Люди стали более грамотными, более внимательно стали относиться к себе. И они, конечно, сами самостоятельно проходят некоторые обследования, но бывают тоже случаи, которые вообще не проходят обследование. Поэтому надо, конечно, люди разные. И наша задача стопроцентно хотя бы охватить население. И цель вот таких мероприятий максимально приблизить онкологическую помощь населению. Мгм. А с какого возраста можно проходить скрининг? Это с детства можно или только взрослым?
Но там есть возрастные категории, например, рак легкого, который мы сейчас проводим, старше 40 лет. И по каждым нозологиям там идет возрастные категории, идут в анкете. Мгм. Ну и в заключение, Федосия Гаврилевна, ваши пожелания нашим телезрителям, своим А, коллегам. Мгм. самое, да, уважаемые телезрители, самое главное, берегите себя. Если даже вот что-то, какое-то подозрение, повышение онкомаркера или еще что-то, самое главное не паниковать. Почему? Потому что на сегодняшний день онкологическое заболевание лечится очень успешно. Мгм. Федосия Гаврилевна, спасибо большое за эту очень важную информацию. Мы говорим вам спасибо за ваш труд, за вашу работу, всем врачам, всем вашим коллегам. И желаем вам еще успешнее работать, чтобы выявлялось это сложнейшее заболевание на ранних стадиях, чтобы еще более эффективно лечить наше население. Спасибо большое. Всего вам доброго. А мы продолжаем, дорогие телезрители, наш эфир. Ставшую лучшим фильмом на прошедшем фестивале «Кинотавр» драму «Пугало» покажут в Якутии весной следующего года. Также ведутся переговоры по поводу общероссийского проката. Драма «Пугало» в главной роли с Валентиной Романовой-Ческырой. Это третья полнометражная работа режиссера Дмитрия Давыдова. А какие кинопремьеры нас ждут на этой неделе, нам расскажет моя коллега Катерина Винокурова. Все, что у меня есть для тебя, слово. Представляем вашему вниманию репертуар кинотеатра «Лена». Оно откроет правильные двери. После теракта в Киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять. Интересует некий русский. «Довод» — это новый блокбастер Кристофера Нолана, которому вся мировая пресса приписывала миссию спасти кино после пандемии. Однако премьеру фильма несколько раз переносили, и первым блокбастером, вышедшим в мировой прокат после карантина, оказалось продолжение «Поезда в Пусан». Но все же «Довод» остается одной из главных премьер этого года. Ничего не произошло. А вот и она! «Антибеллум» — один из тех фильмов, появлением которых мы обязаны движению BLM, хэштегу «Oscars So White» и всему прочему, что творится в американской киноиндустрии и вокруг нее последние годы под эгидой борьбы за расовое равноправие. Успешная чернокожая писательница Вероника внезапно попадает в прошлое во время гражданской войны в США. Здесь она рабыня на плантации, у которой нет никаких прав. Героиня должна раскрыть тайну своего попадания сюда и найти способ вернуться назад в свое время, пока не стало слишком поздно. Знаешь, почему птица Феникс сидит справа от императора? Действие нового фильма разворачивается во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, девушка Хуа Мулан занимает место своего больного отца и, переодевшись в мужскую одежду, присоединяется к другим воинам. Она отправляется в опасный поход к подножию заснеженных гор, чтобы остановить нашествие, и не подозревает, что ей суждено прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая. Принесу славу нам всем. Мулан. Что за пионер? К 20 годам у него есть все, о чем только можно мечтать. Талант, деньги, слава и любовь. Он Эдуард Стрельцов, восходящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся страна с замиранием сердца ждет побед советской сборной на предстоящем чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с Пеле. Но за 2 дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судьбу спортсмена. Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов должен совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он чемпион. Великий спортсмен, заслуживающий настоящую народную любовь.
Мировой тур Break the Silence, Love Yourself, Speak Yourself завершен. С ним BTS попали в топ-чарта Billboard Box Score и стали первой корейской группой в истории, выступившей на стадионе Уэмбли в Лондоне. Новый фильм BTS Break the Silence дает беспрецедентный доступ к кадрам за сценой, следуя шаг за шагом с участниками группы по всем городам тура. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Еще раз добрым утром, дорогие телезрители. Вы смотрите «Новый день» на канале НВК Саха. У нас в республике будет реализовываться федеральный проект. Так, 2 октября в Якутске откроется Центр опережающей профессиональной подготовки. Что же это за центр, что там будет происходить, нам расскажет директор Владислав Гаврилевич Хабаров. Доброе утро. Доброе утро. Владислав, давайте расскажем, где же находится этот центр и что включает в себя площадка Центра опережающей профессиональной подготовки. Ну, как вы уже сказали, Центр опережающей профессиональной подготовки – это федеральный проект в рамках национального проекта образования. Еще в 2019 году наша республика выиграла грант, и на федеральное финансирование проведен ремонт помещений, закуплено новейшее оборудование. И вот ко 2 октября на Крупской, 13 у нас открывается уникальная образовательная площадка Центр опережающей профессиональной подготовки. Угу. Для кого он? Кого там будут обучать? Ну, это уникальная образовательная площадка, которая готовит по коротким программам. Вообще мы считаем, что образование будущего – это короткие программы, когда за короткое время мы должны обучать население. Здесь мы обучаем не только студентов, но и школьников, но и взрослые категории населения. Переобучаем, повышаем квалификацию по компетенциям и профессиям будущего для потребностей экономики региона. А какие они, вот эти профессии и компетенции будущего? Что туда входит? 3 направления у нас есть работы. Это короткие программы, анализ потребностей региона. То есть мы должны, у нас регион тоже особенный, мы должны его анализировать. И какие профессии будущего будут востребованы через несколько лет. Вот какие? Ну, сейчас мы занимаемся анализом, по каждым отраслям они разные. Да. Есть, допустим, потребности в том, что, допустим, у нас должны быть очень много по сфере услуг хороших, допустим, специалистов по туризму, допустим, да. По промышленности тоже есть какие-то вот требования, которые мы должны вот выполнять. Ага. То есть это может подойти даже тем, у кого нет профессии, но даже я, вот будучи, имея профессию, высшее образование, могу прийти переучиться, да, на совершенно другую профессию. Да, да, вот именно то, что обучаются сейчас, ну, раньше было как, обучаются школьники и студенты, да, а сейчас уже тренд меняется, каждый человек должен каждый день учиться и каждый, ну, переобучаться. Основным требованием для работника будет его обучаемость. То есть мир очень быстро меняется, требования меняются, оборудование меняется. И вот как человек будет быстро учиться, вот это будет его показателем его профессионализма. Вот 2 октября у вас будет открытие. Как оно будет проходить? Что там, какие мероприятия планируются? Ну, мы пригласили там очень много людей, руководителей профессиональных образовательных организаций, исполнительных органов власти. Мы планируем его провести и в рамках нашего открытия 2 октября провести. Вот мы сейчас видим ваше здание на экране, где ведутся работы. Да, сейчас еще ведутся ремонтные работы. 2 октября это уже будет готово. И мы вот в рамках нашего открытия проведем еще треки по 4 основным направлениям. По цифре, по образованию, чтобы люди собрались, обсудили работу нашего центра. Когда будет уже первый набор первых студентов, обучающихся? На самом деле уже мы сейчас работаем. Работаем и по заказу работодателей, работаем со школьниками в рамках проектов «Билет в будущее», работаем со взрослыми пенсионерами, например. Уже обучение идет, хотя у нас центр пока не открылся. Но вот со 2 октября, как только он откроется, у нас уже тоже запланировано очень много проектов хороших. А в каком формате учеба проходит? Очно, заочно, онлайн? И вот вы сказали, суть в том, что короткие сроки. Насколько они короткие?
Это зависит от, ну вот просто к примеру, да, просто к примеру, допустим, предприятию, какому-то очень большому промышленному предприятию понадобится сварщик со знанием английского. Массовой подготовки, которой сейчас занимается, изучение английского языка занимает, ну, мало времени, массовой подготовки сварщиков. И вот мы должны сделать такую программу, допустим, это, к примеру, для сварщиков, чтобы они изучали там английский язык с использованием ресурсов образовательных организаций. Мы не только, получается, Центр опережающей профессиональной подготовки, это не только площадка, которая находится на Крупской, 13. Это ресурсы всех образовательных организаций республики. С учетом, ну, с использованием сетевых технологий. То есть, получается, к нам приходит, тоже, к примеру, я скажу, к нам приходит какая-то IT-компания и говорит, нам нужен программист с навыками дизайнера. У нас готовят дизайнеров в одном колледже, готовят программистов в одном колледже. Мы соединяем их ресурсы и делаем одну короткую и очень хорошую образовательную Вот программу. такая вот интересная коллаборация получается, да? Да, с учетом и, ну, с использованием ресурсов всех образовательных организаций. То есть я могу обратиться к вам не только будучи специалистом, да, который ищет себя в профессии в какой-либо, но и будучи работодателем. Да, работодателю это тоже интересно, потому что, как я уже говорил, технологии меняются, производство меняется, оно становится современным. Надо переучивать своих работников, коллектив. И для этого он может обратиться в Центр опережающей профессиональной подготовки. И, ну, и обязательно ваши пожелания вашим ученикам. Работаете ли вы с жителями улусов? Да, у нас есть хороший сайт. Мы сейчас делаем большую цифровую платформу. Центр опережающей профессиональной подготовки работает со всеми, с работодателями, с предприятиями, работает со всеми людьми. К нам можно обратиться, обучиться. И, как я уже сказал, обучаться никогда не поздно. Всегда надо учиться, учиться и еще раз учиться. То есть возрастных ограничений? Возрастных ограничений никаких нет. Ага. Прямо сейчас, вот вы сказали, что обучение уже идет. Какой возраст там? Кто у вас учится? У нас сейчас учатся школьники по первой профессии, такому проекту, и учатся предпенсионеры. Летом мы еще обучали медиков и еще дорожников обучали. Спасибо большое, Владислав Гаврилевич. Я желаю вам плодотворной, удачной работы, чтобы этот проект был очень удачным. Спасибо большое. Желаю вам всего доброго. Дорогие телезрители, наш эфир подходит к концу. Мы желаем вам каждое утро просыпаться вместе с новым днем. Пусть этот день будет плодотворным и чтобы вы завершили все дела, которые начнете сегодня. Ок. Ой, дорогой, был рад. Ау.